В Академии госслужбы началось обучение управленческих кадров команды Республики Коми. Новый поток резервистов был сформирован на серьезной конкурсной основе, которую прошли 50 представителей системы государственного и муниципального управления, а также бизнес-сообщества региона. Ксения Лосева расскажет подробнее. Обучение управленческих кадров в регионе началось на этой неделе. Резервисты уже прослушали часть теоретического материала, но упор все же на практику. А потому сегодня всех разделили на команды. Каждая представляет свой проект. Идей у будущих управленцев много, и все они разные. Инициативы по поддержке предпринимательства, развитие сельских территорий, доступная медицинская помощь, развитие образовательных услуг и даже спорт. Проект моей команды – это программа «Завоюй пьедестал». Она направлена на поддержку и комплексное развитие лыжных гонок Республики Коми. Мы смело можем говорить, что лыжные гонки – это бренд Республики Коми. Все достижения, которые у нас идут со времен Раисы Петровны Испытаний, Василия Павловича Рочева, сейчас поддерживаются. И очень важно вот этот вот уровень поддерживать. Сегодня здесь и те, кто уже находится на государственной и муниципальной службе, и представители бизнеса, те, кто работает в бюджетных и некоммерческих организациях, волонтеры и медики. Всего 50 человек. Отобраны лучшие из лучших. На одно место по конкурсу проходило сразу 5 претендентов. На обучение все пришли не только для того, чтобы узнать новое, но и поделиться своим опытом. Команда резервистов, она априори очень амбициозная и ставит очень завышенные цели. Это очень хорошо. И поэтому наша задача очень такая тонкая преподавательская работа, где задача заключается в том, чтобы не убить мотивацию, мыслить масштабно, но вместе с тем делать конкретные полезные дела для республики. Поэтому, вот, наверное, основная сложность заключается в том, чтобы поймать вот этот баланс и не сбить мотивацию, а заставить, наоборот, делать более конкретные вещи, более конкретные проекты, пускай они будут пока что не очень масштабные, но с понятными результатами для них, для жителей, для республики в целом. Впереди у резервистов 2 года обучения, 6 образовательных сессий, 5 экспертных лекций, 6 тренингов, 2 программы повышения квалификации, 5 отраслевых дистанционных курсов, а также решение кейсов и выезды на предприятия региона. Свои проекты резервисты будут защищать каждый год. Важно, чтобы все они могли решить то, что беспокоит конкретных людей на конкретных территориях. Так, например, глава ижемского поселения Сизябск приехала на обучение с идеей по развитию туризма в родном районе. Туризм начинает активно развиваться, есть уже предприниматели, которые разрабатывают туристические маршруты, есть у нас определенные турбазы, но, конечно, хочется нового, хочется больше и хочется так, чтобы о нашем районе узнали не только на территории нашей республики, но и за ее пределами. Во время обучения резервисты пройдут большой образовательный путь, а основной целью комплексной образовательной программы станет повышение их профессионального уровня. Кроме того, обучение – это еще и возможность заявить о себе. Уже сегодня бывшие резервисты занимают самые разные должности в государственных и муниципальных структурах. Отличительной чертой подготовки резерва является наставническая деятельность. И руководители органов исполвласти, заместители председателя правительства активно включены в эту работу. Они непосредственно индивидуально с каждым резервистом работают, исходя из сферы интересов резервиста, и пытаются их вовлечь и в проектную деятельность отраслевую органов власти, и помочь где-то советам для реализации их проекта индивидуального. Формирование и пополнение резерва управленческих кадров Республики Коми реализуется в регионе с 2008 года. Академия осуществляет подготовку резервистов уже 2-й раз подряд. Представители резерва управленческих кадров обучались в Академии в 2019-2022 годах, а начавшееся в эти дни обучение завершится в феврале 2025 года. Ксения Лосева, Роман Боровиков, телеканал Юрган, Сыктывкар.